научных трудах, которые я частично перечислил, Алексей Павлович уделял очень большое внимание, если не основное, происхождению якутского народа. Этногенез народа Саха. Конечно, в итоге он сформулировал следующий вывод. Якуты произошли на Средней Лени, и это происходило в 15 веке. Но датировка не была убедительно аргументирована, поэтому вызывала споры, неприятие. И тем не менее, вот, находясь в такой ситуации, эта датировка 15 век доживает до 1980 года, когда профессор Гоголев Анатолий Игнатьевич доказывает, он открыл культуру кулунатарскую раньше, в 70-е годы, а в 80-е годы на базе радиоуглеродной датировки он говорит о том, что культура скотоводов сложилась здесь, на Средней Лени, не позже XIV века. В XIV веке уже существовало. То есть он корректирует датировку Алексея Павловича вносит, ну и доказывает уже, в отличие от Алексея Павловича, на основе методов естественных наук. Радиоуглеродная датировка. Против нее нет приема. Ну, споры это не вызывает, все это воспринимается, и с той поры мы привыкли считать, что скотоводы и якутская культура складывается в XIV веке. Но наши молодые археологи института и отнесли ее к X-XI веку. Это значит, где-то 1900 лет назад здесь, на Средней Лени, рождается якутский народ, который нигде ранее не существовал, самоназванием Саха. Характеристику этой культуры детальные я давать не буду. Их основной хозяйственно-культурный тип – это скотоводство. Крупный рогатый скот – лошади. А овцеводства, к сожалению, не было. Археологи нашего института создают следующую картину этногенеза якутского народа. Где-то в IV-V веках, это радиоуглеродные даты, то есть около 1500 лет назад, в южных районах Якутии впервые появляются скотоводы-номады. Вероятнее всего, это тюрки, судя по находкам, а может быть и какие-то остатки разбитых хунну, потому что вот раскопки памятника Улахан-Себелинах — это многослойный памятник, четко сертифицированный. Вот вместе с тюркскими артефактами была найдена китайская монета, которую знаток этого периода Савинов Дмитрий Глебович называет визитной карточкой хунну. Может быть остатки хунну, потому что есть какие-то, мы называем в Санкт-Петербурге, это реминисценции хунну. Есть какие-то отголоски культуры хунну в традиционной культуре якутов. А может быть это просто трансформирующаяся культура тюрков. И вот 1500 лет назад появляются южные скотоводы, переселенцы, мигранты. Они, вероятно, оседают в удобных для развития скотоводства местах, а там есть такие места. Аласов, правда, вот как в центральной Якутии нет, луговины есть, где можно сено косить и
чтобы скот зимовал. Такие места есть. Их много. Совхозы там в 60-е, 70-е годы очень даже много сена заготавливали на зиму. Ну и переселенцы. Но важно нет. Важно то, что они здесь, вот после миграции, встречаются с аборигенными племенами и вступают с ними в разнообразные контакты. Культурный обмен идет. Родовые, кровно-родственные связи складываются, крепнут, расширяются. Взаимоассимиляция идет. Потом к ним добавляются новые переселенцы, и эти переселенцы свой нюанс вносят. В конце концов, вот из мозаики, скажем так, этносов и культур складывается синкретичный по генетике и народ Саха с многокомпонентной культурой. И эта многокомпонентность очень усложняет нашу работу. Потому что-то возьмешь, это хурду, что-то возьмешь, это тюрки, что-то возьмешь, а это, кажется, монголы. То же самое и в языке. Не только в материальной культуре, но и в языке. Какие-то древние пласты якутского языка, а в якутском языке много монголизмов. Основа, конечно же, тюркская, но есть монголизм. Вот когда наши исследователи, наши филологи, языковеды изучают это с монголами, то современные жители Монголии, халха-монголы, они эти слова не знают, не понимают. А монголы, внутренние Монголии в Китае, они очень даже их понимают, причем в том же самом смысле, что и якуты. Общение с монголами было давным-давно, очень давно. У них эти слова перестали употребляться, у якутов законсервировались, сохранились. Но то же самое и с тюркским языком. Вроде определяют языковеды, что якутский язык отделился от основного тюркского ствола, от ядра тюркского ствола, где-то в IV-V веке. Рано. Кстати, это соответствует вот радиоуглеродной датировке того слоя, о котором я говорил, культурного слоя. Тоже IV-V век, когда появились первые скотоводы на территории Якутии. И к этой же дате присоединяются еще и палеогенетики. Они по своим методам высчитывают, что где-то вот в IV, V, а самое позднее в VI веке якутское население было, предки якутов. Якуты как народ складываются здесь, их нигде больше не было. Именно в IV-V веке предки якутов появляются здесь. Они еще и по истории болезней, этнических болезней изучают для того, чтобы сделать датировку. И эта датировка опять-таки совпадает. Начало орфанных заболеваний, орфанные называются эти специфические этнические болезни. Они тоже бьют на эту дату. Так что вот по многим показателям 1500 лет назад скотоводы появляются, и они дают начало служению нового народа. 500 лет идет служение, где-то, примерно 500 лет. Около 500 лет, чуть больше 500 лет. И, наконец, вот в X веке появляется уже народ со своей сложившейся кулун-атавской культурой скотоводов. Осваивают большую часть территории Якутии, вот от Лены до Охотского побережья, приближаются к Арктическому побережью, но туда не выходят, потому что это для скотоводов неинтересная территория, совершенно неинтересная. Для охотников и рыбаков. А у них, конечно, побочная охота и рыбалка была, но они не хотели отрываться от своего основного богатства скота, скотника.
там за спиной чуть-чуть континентальной части, они жили в континентальной части, а к побережью совершенно не стремились. Вот. Теперь, вот часто задают вопрос, а с кем же встретились предки якутов, когда пришли на Среднюю Лену, на территорию современной Якутии? Ну, безусловно, это были протоэвены, юкагиры, предки юкагиров. С ними они вступали в разнообразные вот эти вот взаимоотношения, культурные и генетические взаимоотношения. И каждый дал друг другу, они дали кровь, гены передали, не без этого. А вот я в последние годы все больше и больше склоняюсь к тому, что кроме вот перечисленных и самодеятельцев и прочее, фольклор упоминает и харасарылов, и кыргызов упоминает, и шитагильцев упоминает, и хори упоминает, про которых вот говорил и на карте показывал Харинский, коллега наш Харинский. Но я думаю, что кроме вот этих племен, здесь были племена так называемой арктической расы. Но арктическая раса, их называют зарубежные антропологи, наши обозначают их как арктический антропологический тип. Он отличается от классических монголоидов. Так, тоже детали я не буду говорить, они отличаются. Вот мы с моим помощником Василием подобрали представителей арктической расы, начиная от саамов и заканчивая, может быть, ханты-манцы, коми-зыряне. Вот если обратиться к литературе 17 века, русские землепоходцы, мореходы, у них очень часто встречаются проводники коми-зыряне. Зыряне их называют. Зыряне. Они по знакомым тропам сюда вели русские отряды с запада. Эти тропы, ой-ой-ой, когда были налажены. Вот Владимир Яковлевич Шумкин, жалко, что я не был знаком с его работами до сегодняшнего дня, а ведь он как раз говорит то, о чем я думал. Будем теперь в контакте с Владимиром Яковлевичем разрабатывать эту проблему. А Владимир Яковлевич отметил, что первым вообще это заметил и говорил об этом Алексей Павлович Окладников. А Окладников говорит, пишет вот в истории Якутии в первом томе, он говорит, вот когда вот уже все это результаты подводил итогов Ленской историко-археологической экспедиции, он заметил, что артефакты-то находят аналогии на севере Европы. Он говорит, вот точно такие же наконечники, то, что мы называем напильниковедными, трехгранные наконечники, они же существуют в Швеции и Норвегии. А погребения, вот такие, как на Лене, они есть и в Карелии, и еще юго-западные. В Швеции, так называемое погребение с ходами, полностью ведь совпадает. И то, что охрой вот это все посыпали, это тоже в Северной Европе. Так что были контакты древних племен, и должно быть, они держали очень оживленную связь. Я предполагаю, что существовала сухопутная магистраль, примерно он ее говорит вот, с Кольского полуострова, там, где Оленеостровский могильник, вот начиная оттуда, вдоль холодных арктических морей, по границе, он точно не называет, я просто пытаюсь цитировать то, что он пишет, по границе леса и тундры пролегала такая магистраль, по которой люди ходили до Лены, Чукотки и Америки. Ну, естественно, и в обратном направлении. А если вам этих аргументов мало, то вот, пожалуйста, говорит, сюжеты ленских писаниц, наскальных изображений, они есть и на карельских петроглифах. А уж такие мигрирующие сюжеты, как лоси,
медведи, которых Шумкин Владимир Яковлевич сегодня тоже показывал, они, говорят, просто как будто скопированы от светских скал. Вот продолжаю свою аргументацию. А Владимир Яковлевич сегодня вот очень интересные факты еще называет. Да, я знаком был с работами генетиков. Балановский такой палеогенетик, он писал насчет оленеостровского могильника, что они обнаруживают сходство, погребенные в оленеостровском могильнике, они обнаруживают по ДНК большое сходство с сибиряками. И не с теми, которые с Урала, а с более глубинными районами Сибири. Так он обозначает, более глубинные. Мы попытались сделать выборку разных арктических народов, начиная с саамов, но это тоже, считайте, с Кольского полуострова. Они есть и в Швеции саамы проживают, в Финляндии, в Норвегии проживают, и у нас, в России. Но мы подобрали лица, которые более метисные, а то, если смотреть, это фотографии конца 19-го, начала 20 века. А то, если все смотреть, то они уже совсем, ну, на мой взгляд, во всяком случае, на мой взгляд, они совсем уж европейцы. Поэтому я пытался подобрать такие метисные, так сказать, портреты, чтобы визуально оставить впечатление, каковы мы могли быть люди, с которыми встретились наши предки, когда пришли сюда. Не только Строта, не только Строта и Юкагира, но и наверняка вот с этими племенами. Почему? Потому что чем дальше на север, глубинно на север, к арктическому побережью находят наши археологи погребения якутов, тем больше в этих погребениях людей с европеоидными чертами. Антропологи так определяют. Генетические анализы, к сожалению, не проводились, но будем теперь, может быть, с санкт-петербуржцами и МК создадим консорциум какой-то, будем эти методы опробовать, и в том числе и ранее найденные погребения попробуем вместе с ними проверить. Потому что это вот идея, которую когда-то выдвинул Алексей Павлович, очень интересно, очень интересно. Наверняка все-таки такая магистраль существовала. А есть у нас еще один исследователь, Василий Егорович Чемец. Вот Василий Егорович очень-очень тщательно, очень досконально изучает карты, которые были составлены Герхардом Меркатором. Был такой картограф, географ, очень известный в Средневековье, нормандский исследователь, ученый. Вот на его карте, по мнению Василия Егоровича, очень подробно территория Якутии обозначена, и там обозначены места, где жили скандинавы. У них варягами называют, викингами называют, викинги. Условно, естественно. И находит там людей по имени Эдлай и говорит, что потом вот это в якутской огласовке Эдлай превратился в Эллай, Элляя. А жили они на Индигирке и Колыме. И заходили они оттуда вот со стороны океана. Потом поднимались вверх по этим рекам. Вот когда я проверял, скажем так, на прочность идею Окладникова насчет сухопутной магистрали последние несколько лет, то я уже перестал к рассуждениям Чемезова относиться как к фантастическим рассказам. Все больше и больше фактов, которые указывают, что да, североевропейцы и племена глубинной Сибири, скажем так, безлично, они находились в культурных связях.
знали друг о друге. Поэтому, наверное, знали дорогу сюда. Поэтому, наверное, карта Меркатора обозначает Якутию. Хотя это не совсем так оптимистично, потому что известен такой путь, когда несколько экспедиций англичане предпринимали в 16-17 веке для того, чтобы найти проход через устье Оби, чтобы подняться в Оби. Но не смогли. Не нащупали. Экспедиции богатые были. Флотилия у них была хорошая. Всевозможные посудины имели водоизмещение, и легкие, и тяжелые, но нащупать это не смогли. А мореходы знали это и проходили. А те, кто не знает, те там сразу же корабль крушения.